Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Айкен Муратбекова. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев завершил рабочий визит в Гонконг. В ходе визита состоялись встречи с высокопоставленными представителями, включая главу администрации Ли Джона Ли и финансового секретаря Пол Чана. Одним из ключевых событий визита стало выступление Касымалиева на престижном Азийском финансовом форуме, который ежегодно собирает ведущих экспертов и представителей финансовых и бизнес-секторов со всего мира. Также Касымалиев провел встречи с руководителями крупных банков и финансовых институтов, обсуждая вопрос укрепления двустороннего сотрудничества, привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана и расширения торговых связей. С 20 января вступает в силу новый законопроект, разработанный Государственным комитетом национальной безопасности, направленный на предотвращение преступлений коррупционного характера. В рамках реализации данного закона спецслужбы проводят разъяснительные мероприятия и совещания в государственных и муниципальных учреждениях по всей стране. Очередное заседание состоялось в Чуйской области. В рамках выполнения поручения председателя Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева в полномочном представительстве в Чуйской области состоялось координационное совещание правоохранительных органов региона с участием всех государственных органов. В ходе мероприятия участникам разъяснили положение закона Кыргызской республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции. Если в будущем будут выявлены факты коррупции, виновные понесут строгое наказание. Важно отметить, что никто не сможет избежать ответственности лишь штрафами. Нарушители будут привлекаться к уголовной ответственности и лишаться права занимать должности в государственных структурах. Аналогичные меры будут распространяться и на родственников, если их причастность к коррупционным действиям будет доказана. На совещании отметили, что в законодательство были внесены ключевые изменения. В частности, предусмотрен пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей для граждан, признанных виновными в коррупционных преступлениях. Также было полностью отменено применение штрафов за коррупционные действия. Вместо этого за коррупцию теперь установлено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. Кроме того, граждане, а также их супруги или близкие родственники, признанные виновными в тяжких или особо тяжких преступлениях, не смогут занимать государственные должности. Скоро вступит в силу новый закон. Мы должны оповестить об этом каждого гражданина Кыргызской республики. Особенно должны знать все сотрудники государственных органов. Участникам совещания разъяснили, что если гражданин признает свою вину в совершении коррупционного преступления и возмещает нанесенный ущерб, к нему будет применено наказание в виде лишения свободы на срок не менее половины максимального, предусмотренного соответствующей статьей закона. Глава государства пояснил на Третьем народном Курултае, который состоялся в декабре, что коррупционные деяния продолжают развиваться, и нам необходимо бороться с этим вместе. Все государственные сотрудники должны быть осведомлены об этом и избегать вовлечения в коррупционные действия. Также в ходе обсуждения подчеркнули, что руководством страны поставлена задача полностью искоренить коррупционные преступления к 2025-2026 годам. В связи с этим сотрудникам государственных и муниципальных органов Чуйской области было настоятельно рекомендовано не допускать участия в коррупционных схемах или их организации. Хотелось бы воспользоваться этой возможностью и призвать всех руководителей провести беседы со своими сотрудниками, чтобы в будущем избежать подобных проявлений коррупции. Важно, чтобы каждый понимал свою ответственность и стремился к честности и прозрачности в своей работе.
Кроме того, участникам напомнили, что в случае выявления фактов коррупции причастные лица будут привлекаться к уголовной ответственности в соответствии с новыми поправками законодательства. Эти изменения предусматривают пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей, а также обязательное наказание в виде лишения свободы с полным возмещением ущерба, причиненного государству. В совещании приняли участие более 300 человек. По итогам мероприятия было принято протокольное решение о проведении аналогичных совещаний в районах и городах Чуйской области. Айсло Мурзакова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй. 5 июля прошлого года в Бишкеке началась стройка многофункционального городского комплекса, который включает в себя жилые кварталы, новый комплекс Ош-Базар, новый западный автовокзал и другие социальные объекты. Стройка состоит из 27 объектов. На данный момент построено 5 объектов. Новый рынок планируется к сдаче осенью этого года. Ожский рынок, который на протяжении десятилетий был одним из крупнейших и самых оживленных торговых центров столицы, получит новую жизнь в современном формате. Новый рынок будет оснащен просторными торговыми павильонами, складами и парковочными зонами, что обеспечит комфортные условия для продавцов и покупателей. Бұл общий территориясы 162 гектар, аның içinde жилой домдар бар. Эта территория составляет 162 гектара. Для нее разработан годовой план. Здесь предусмотрен автовокзал и крупный торговый рынок. Строительные работы начались в августе, и было подготовлено 5 котлованов, и всего их будет 27. 5 котлован берілді, 580, өзіңіздер көріп тұрғандай арттағы. В районе торгового комплекса планируется строительство гостиницы, автовокзала и бизнес-центра. Кроме того, на прилегающих территориях планируется размещение мечети, медицинских и спортивных центров, а также ресторанов. В настоящее время на строительстве работает более 300 человек. Мы работаем без задержек, зарплату получаем вовремя. Все условия для работы нас устраивают. Материал уже доставлен, так что наша задача просто выполнять свою работу. Особенно радует, что мы трудимся на своей земле, дома, а не уезжаем работать мигрантами в другие страны. Это большая поддержка для нас, и мы благодарны за возможность быть частью такого важного проекта. Этот масштабный проект направлен на улучшение городской инфраструктуры. Перемещение Ожского рынка и западного автовокзала на новый комплекс предполагается как решение транспортных проблем города. После завершения строительства нового автовокзала будет расположен в очень удобной локации. Сейчас новый вокзал со стороны управделами строится. Дата окончания строительства 25 мая 2025 года. Будет современный автовокзал, значительно большой, очень огромный, территория тоже большая. Идея перемещения Ожского рынка на окраине города обсуждается давно. Это позволит снизить загруженность в центре города, улучшить планировку и достичь других целей. Оба объекта планируется завершить в установленные сроки, что обеспечит удобство и комфорт для тысяч пользователей. Айкен Муратбекова, Самаган Тайрбеков, УТРК Чуй. 14 января текущего года в ОВД Аламудунского района обратился гражданин с заявлением о том, что 4 января в селе Бешкунгей его избили. Отобрали телефон и под угрозой пистолета и ножа потребовали 10 тысяч сомов. По факту возбуждено уголовное дело по статье вымогательства. При получении денег задержаны граждане 2006 года рождения, у которых изъяты меченые деньги и пистолет. Назначена экспертиза. В связи с тяжестью преступления рассматривается переквалификация на более тяжкую статью. Следствие продолжается. Сегодня в Бишкеке стартовала международная симпозиум на тему роли женщин в религиозных общинах, опыт Кыргызстана и Турции. Четырехдневное мероприятие организовано Государственной комиссией по делам религии Кыргызской республики, посольством Турции в Кыргызстане и общественным объединением женщин Мутакалим. Основная цель – обмен опытом между Кыргызстаном и Турцией по вопросам роли женщин в религиозной, социальной и культурной сферах.
Роль женщин в религиозных общинах – одна из ключевых тем для обсуждения. Это особо актуально для Кыргызстана, где религия играет важную роль в общественной и культурной жизни. Сегодня женщины активно участвуют в образовательных и социальных инициативах, занимают руководящие позиции в некоторых религиозных организациях и вносят значительный вклад в развитие своих общин. По словам экспертов, в последние годы положение женщин в религиозной сфере начинает укрепляться. Однако они все еще сталкиваются с ограничениями, связанными с традиционными взглядами и стереотипами. Вопросы их участия в процессе принятия решений, обеспечения равных возможностей и роли в религиозной жизни остаются актуальными. Почему так происходит? Где заканчиваются традиции и начинаются права? Какой успешный опыт у других стран можно перенять? Эти и другие аспекты обсуждаются сегодня на международном симпозиуме. Это продолжение ряда наших мероприятий, которые были инициированы Государственной комиссией по делам религии. Мы совместно с управлением по религиозным делам Республики Турции до этого тоже проводили ряд мероприятий. Вот последний из них – это директор Государственной комиссии по делам религии, наш Азиретти Муфти. Они совместно совершили поездку в Турецкую Республику, где подписали меморандум. Вы знаете, что в Турецкой Республике тоже очень большой опыт по данному направлению. В то же время у нас тоже есть что сказать, и, соответственно, это работа для того, чтобы кооперацию, совместную деятельность продолжить, в том числе в этом направлении. Мы изучаем их опыт очень активно. В рамках мероприятия участники обсуждают государственную политику в области религии, укрепление межкультурного диалога и успешный опыт Турции в поддержке женщин. Особое внимание уделяется вопросам улучшения положения женщин в религиозных общинах и их активного участия в общественной жизни. Цель мероприятия – изучение опыта двух стран в религиозной и социальной сферах, а также укрепление сотрудничества в области образования и культуры. Среди участников симпозиума – представители государственных органов, общественные деятели, религиозные служители и эксперты. Специально были приглашены сейчас заместитель муфтия города Анкары и начальник международного отдела Дианета. Приглашали это совместно с Госагентством по делам религии. Мы выражаем огромную благодарность Госагентству по делам религии, которое помогает осуществить совместно с турецким посольством в Кыргызстане. Я думаю, это очень важно, чтобы наше сообщество, наши аналитики увидели опыт турецкой стороны, особенно религиозных женщин. Также по защите прав женщин, а также насилия в семье. Симпозиум стал важным шагом в укреплении религиозного и социального взаимодействия между двух стран. Международный опыт таких стран, как Турция, показывает, что поддержка женщин значительно усиливает их общественную роль. В Турции роль женщин в религиозных общинах очень велика и высоко ценится. Например, в нынешнем управлении по делам религии есть главный директор, у которого 5 заместителей. 4 из них мужчины, а 5-й обязательно должен быть женщиной. Это свидетельствует об уважении и почтении к женщинам в религиозных учреждениях. Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с Кыргызстаном в вопросе повышения роли женщин в этой сфере и всегда готовы к взаимодействию. Практика показывает, что успех во многом зависит от инициативы самих женщин и стремления их к переменам. В то же время сотрудничество Кыргызстана с другими странами в рамках обмена опытом открывает новые перспективы для решения этих вопросов. Такие инициативы способны стать значимым шагом в укреплении роли женщин в религиозной и общественной жизни. Айсло Мурзакова, Назира Бигалиева, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй, город Бишкек. Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров посетил малообеспеченные семьи Аламудунского района, участвующие в программе «Социальный контракт», инициированной президентом Садыром Джапаровым в 2022 году. За 3 года более 35 тысяч семей по стране заключили социальные контракты, в том числе 221 семья в Аламудунском районе. Программа направлена на преодоление бедности, создание рабочих мест и улучшение условий жизни более 163 тысяч человек. Ведомство продолжает мониторинг и планирует поездки в регионы для оценки эффективности программы.
Мы проводим мониторинг по поручению главы государства, чтобы изучить эффективность социальных контрактов. Основная цель – оценить их полезность для граждан и содействовать созданию рабочих мест. Такая задача поставлена перед всеми районами. Это реальная помощь, которая стимулирует инициативу и создает возможность для получения стабильного дохода. В селе Ленин Достукского айылы өкмөтү Чуйской области 140 малообеспеченных семей получили бесплатный уголь благодаря совместным усилиям благотворительного фонда и местных властей Аламудунского района. В рамках благотворительной акции, инициированной фондом Smart Generation, было распределено 80 тонн угля для уязвимых слоев населения. Мероприятие направлено на поддержку семей, нуждающихся в угле в зимний период, и исключение необходимости дополнительных затрат на отопление. Каждый сезон мы стремимся поддерживать семьи с низким доходом, предоставляя им помощь в виде бесплатного угля. Это важная инициатива, направленная на то, чтобы обеспечить тепло в их домах в холодное время года и облегчить нагрузку на семейный бюджет. Аким Аламудунского района, принявший участие в акции, поблагодарил организаторов и отметил, что подобные проекты играют важную роль в улучшении качества жизни малообеспеченных семей. Аламудун району боюнча жергиликтүү тургундарына жардам берүү күнүмдүк жашоосунда турмуш тиричиликтеринде жеңил жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү шарттарды түзүп берүү биздин милдетибиз. Мына азыр Кудайым буйруса 140 үй бүлөгө биз жардам берип атабыз. Мындайча айтканда сиздерге чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Это большая поддержка для уязвимых слоев населения. Многие из этих семей сталкиваются с трудностями в приобретении топлива, и такая помощь становится для них жизненно важной. Подобные акции планируется провести и в других районах региона. Благотворительный проект стал важной помощью для жителей, которым требуется поддержка в зимний период. Сымбат Алмазова и Сенбек Усенов, УТРК Чуй. Министр цифрового развития Нурия Кутнаева на своей странице в соцсетях поделилась успехами цифровизации в стране. В прошлом году количество цифровых документов и услуг значительно увеличилось. И теперь граждане могут получать государственные услуги онлайн. В 2024 году через приложение Тундук стало доступно 171 услуга, а также введены 33 новые цифровые онлайн-услуги. 16 миллионов услуг было получено через портал государственных услуг в 2024 году, что позволило сэкономить 17 миллионов часов и 1 миллиард сомов. Это огромный шаг вперед для государства и граждан. И еще больше возможностей для нас, говорится в сообщении. Фонд обязательного медицинского страхования рекомендует родителям обращаться в центры семейной медицины для первичной диагностики и лечения ОРВИ, гриппа и кори, чтобы избежать скученности в стационарах и снизить риск инфекций. В ЦСМ дети до 16 лет и школьники до 18 лет могут получить бесплатные услуги, консультации специалистов, лечение, прививки, инъекции и лабораторные исследования. Также доступны льготы на физиотерапию, УЗИ, рентген и лекарства. Для получения услуг нужно быть приписанным к семейному врачу и иметь свидетельство о рождении или ID ребенка. В Бишкеке состоялось мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения заслуженного энергетика Кыргызской ССР, почетного энергетика СССР Джамалбека Тулебердиева. В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики Кыргызстана, энергетических компаний страны, а также ветераны отрасли. Ошол энергетиктердин баардык жагынан независимый условия түзүлүп атат. Джамалбек Тулебердиев родился 1 января 1935 года в селе Джонарык Таласского района Таласской области. Его трудовая деятельность началась в 1956 году после окончания Московского института инженеров водного хозяйства. За свою жизнь он прошел путь от старшего мастера гидротехнического цеха «Каскада» Аламединских ГЭС до президента государственной акционерной холдинговой энергокомпании «Кыргыз Госэнергохолдинг». При нем ежегодно строились линии электропередач, ГЭС, тепловые электростанции, они модернизировались и наращивали свои мощности. Энергосистема Кыргызстана была избыточной, и все эти годы, когда он руководил энергосистемой,
Кыргызская республика производила электрическую энергию на экспорт. Его основной мечтой было вот эти строительство новых ГЭС. Камбаратинскую ГЭС-1 он прилагал большие усилия для того, чтобы его построить. Его была мечта, что он будет доволен этой жизнью, когда первый агрегат будет пущен в ход. Под его руководством были реализованы ключевые проекты, которые стали основой энергетики Кыргызстана. Были достигнуты проектные мощности Токтогульской и Крупсайской гидроэлектростанций, модернизирована ТЭЦ Бишкека, начаты работы по строительству камбаратинских ГЭС, а также Ташкумырской и Шамалдысайской станций. При нем была разработана схема гидроиспользования, которую мы утвердили в Москве. По этой схеме продолжается развитие гидроэнергетики Кыргызстана. При нем была создана независимость энергоснабжения по строительству ряда линий 500 киловольт, 220 киловольт. Его вклад в развитие энергетики отмечен высокими государственными наградами, включая 2 ордена Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы Народов и звание лауреата Государственной премии СССР и Кыргызской ССР. Не было объекта, к которому бы не приложил руку Джамалбек Тулебердиев. Он стал наставником для множества молодых специалистов, помогая им расти профессионально. Благодаря его условиям были созданы квалифицированные кадры, многие из которых впоследствии стали руководителями. Он также избирался депутатом Жорку Кенеша 3 созывов, занимался поддержкой ветеранов энергетики и передал свой опыт молодым специалистам. Джамалбек Тулебердиев скончался 18 августа 2022 года на 88-м году жизни, оставив глубокий след в истории энергетики Кыргызстана. Сымбат Алмазова, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй. На этом у меня все. Эти и другие новости вы можете посмотреть в наших социальных сетях Facebook, Instagram, УТРК Чуй. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.